Человек Божий. Каждому православному христианину знакома история из жизни святого Нектария Эгинского. 15 января 1889 года Нектарий был рукоположен во епископа Пентапольского, а уже 11 июля 1890 года изгнан под официальным предлогом несовместимость с климатом Египта. Святой Нектарий принял свой крест. В Афинах его встретили не как иерарха, а как простого монаха. 20 апреля 1961 года святой Нектарий был официально канонизирован Вселенским патриархатом. 23 февраля 2023 года Священный Синод Кипрской Церкви избрал епископа Тихика митрополитом Пафосским. За него проголосовали 51% мирян и единогласно члены Синода. Однако уже через 2 года, 22 мая 2025 года, он был неожиданно низвержен. Решение приняли стремительно, с нарушениями устава Кипрской Церкви в обход святых канонов и церковного порядка. Не напоминает ли это судьбу святого Нектария? Такой прецедент первый в истории Кипрской Церкви. Он вызвал тревогу и негодование у духовенства и верующих по всему православному миру. Почему был наказан митрополит Тихик? Нарушил ли он какие-либо каноны? Был ли осужден справедливо или фактически отлучен от священного служения? Жители Пафоса массово вышли на улицы, требуя справедливости. «Верните нашего митрополита! Бог не благословляет несправедливость! Тихик достоин! Последнее слово за Богом!» Почему? Потому что народ чувствовал ту же самую любовь Христову, ту же искру, которая согревала сердца и вела ко Христу. Ведь архиерей – это прежде всего пастырь, ведущий свое стадо к спасению и вечности. Обвинения против Тихика звучали как «слишком консервативный», «строг к экуменизму», «недостаточно уважения к иноверцам». Но может ли кто-то быть обвинен без возможности защитить себя? Можно ли срочно созывать синод, не предоставляя времени на подготовку, и в спешке выносить решение об отрешении без объяснений? Это решение уже вошло в историю как символ вопиющей несправедливости, поступок, противоречащий духу Евангелия и самим основам христианской правовой традиции. Особенно больно вспоминать, как поступил архиепископ Кипра Георгий на поминальной службе матери митрополита Тихика. Ему было запрещено служить. Он сидел в храме святого Тихика в своем родном селе Мессана, тихо, как простой монах, не участвуя в литургии. Архиепископ допустил его присутствие, но не участие. Это стало открытым унижением. Но даже в такой ситуации митрополит Тихик остается верен Христу. Он не ропщет, не возмущается, смиряется, подчиняясь воле Божией. Своим примером он показывает нам подлинную любовь, настоящую веру, настоящее христианство. Именно так должен идти православный, когда переживает несправедливость. Апостол Павел говорил в послании к Галатам: «Если бы я и теперь угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Слава Господу за то, что дарует своей церкви таких столпов веры. Аксиос! Аксиос!